4 сентября на берегу Иссык-Куля в амфитеатре Дордой-Номад состоялось торжественное открытие Международного фестиваля искусств. Этнофестиваль является культурной частью третьих всемирных игр кочевников. Открытие началось с театрализованного пролога под названием «Песни степного ветра». После слова было предоставлено почетным гостям фестиваля. Премьер-министру Кыргызской республики Мухаммедкалыя Былгазиеву, заместителю премьер-министра правительства Республики Башкортостан Салавату Сагитову, почетному президенту ассоциации Дордой Аскару Салымбекову, а также Ташкулу Кириксизову. Как подчеркнул премьер-министр Кыргызской республики Мухаммедкалыя Былгазиев, этнофестиваль имеет большое значение для всего кыргызского народа. Нас особо радует тот факт, что этот замечательный праздник проходит на земле Манаса Великодушного и общепризнанного мирового писателя Чингиза Айтматова. Уверен, что вы с собой увезете самые лучшие воспоминания о кыргызском народе, первозданной красоте природы Кыргызстана и озера Иссык-Куль. Этнофестиваль «Вселенная кочевников» проводится впервые. Данный фестиваль показывает культуру каждого народа. Приглашение принять участие в фестивале искусств приняли 27 стран и 8 субъектов Российской Федерации, среди которых Казахстан, Венгрия, Германия, Белоруссия, Корея, Республики Татарстан, Удмуртия, Алтай, Тува и многие другие. Заместитель министра культуры, информации и туризма отметила, что между участниками идет обмен культурами. Каждый привел свои номера, творческие коллективы: этнохит, этномода, этнотанец, этнобазар, сказительское искусство и этнодом. Уже 3 дня идет подготовка, штаб круглосуточно работает. Наши творческие коллективы с нашими кыргызстанскими коллективами вместе, общаясь, налаживают мосты, культуру обмениваются. Гости начинают петь на кыргызском. Наши кыргызские исполнители поют уже кто-то на индийском. У нас в этом году очень японцы приехали в органисты. Это для нас очень хороший, привлекающий туризм в части творческих коллективов. В этот вечер каждый зритель и каждый участник фестиваля почувствовал атмосферу Международного этнофестиваля искусств. Ведь каждый номер несет в себе особенную черту, можно сказать, изюминку, отличающую его от других номеров. Завораживающее горловое пение монголов, задорные пляски гостей из Белоруссии, яркие костюмы уйгурского коллектива – все это создает атмосферу праздника. Гость из Монголии Батарджав Эрдене Цокт отметил, что инструмент, на котором он играет, дошел до него от его предков. Предки так, папа, еще дальше, это дети, Аксахал меня научили. Этот инструмент через 10 лет назад сохранили, ЮНЕСКО сохранили мировой культуры. А еще это горловые песни тоже делали. Это метод очень близко. Это очень старинные такие флют, цор называется. Сначала такого, это надо обладать такого метода. Потом это внутри. Если певцы поют песни одни мелодии, если горловые певцы поют пара мелодий, а когда играют 3 мелодии. Такого мелодии. Своими впечатлениями и номерами, подготовленными для фестиваля, поделились участники Международного фестиваля искусств. Очень дружелюбная атмосфера за кулисами творит. Всем очень понравилось. Зал очень хорошо принимал, очень хорошо реагировал. В целом мы очень довольны, были очень рады выступать на такой площадке. Мы хотим сказать большое спасибо всем гостям, которые приехали со всех стран, со всех уголков нашей большой, не знаю, нашей большой земли. Нашей большой родины. Да, да, не только родины, не только России, но и Европы. Приезжайте к нам почаще. Мы всем рады. Вот так, как мы сегодня вас встретили, будем встречать вас всегда. Тюгмес мәшрәп, некончаемый мәшрәп. У нас у уйгуров есть такое
обычай мәшреп, где там и песни, танцы. В общем, это как бы объединяет там всякие обычаи. И вот этот танец мы привезли. Занимались также не только земледельством, но и с охотой они были связаны. После охоты они собирались около костра и вокруг него пели песни, танцевали танцы. И вот оттуда как бы осталось до наших дней вот этот танец тюгмес мәшреп. Помимо музыкальных и танцевальных номеров, модельеры представили свои коллекции. Основное направление коллекции заключается в том, чтобы показать, что национальная одежда актуальна и востребована во все времена. Ничто так не украшает человека, как его национальная одежда. Как отметил Даулет Рызбаев, их фонду «Кейс Дюйнё» удалось реконструировать забытые кыргызские костюмы. Езжаем мы, получается, в сельские местности, старшие поколения, которые носители традиционных знаний, которые носили это знание, которые знают об этом, которые делали, которые, скажем, наматывали элечек. Да? Последние годы был уже мало носителей, которые наматывают элечек, да? Головной убор, женский головной убор. Несколько есть, которые люди наматывают, да? Мы с ними общаемся, восстанавливаем. Потом, после разговора с носителями, у нас есть еще для того, чтобы людям сказать, что это конкретный костюм, да, кыргызов, надо еще этнографические исследования сделать, основные старинные фотографии с госархива, этнографические, эпические поэмы там. На этой ноте завершилось открытие этнофестиваля, но мы с вами не прощаемся. Этнофестиваль продлится еще 3 дня, и мы сможем познакомиться ближе с культурами всех участников Международного фестиваля искусств.